Ой, мій милий вареничків хоче, ой, мій милий вареничків хоче, навари ж милая, навари ж милая, навари. Ух-ха-ха, моя чорнобривая, навари ж милая, навари ж милая, навари. Ух-ха-ха, моя чорнобривая. Та дров же немає, милі мій миленький, Та дров же немає, голуби сизенький. Нарубай, милая, нарубай, милая, нарубай. Ха-ха, Моя чорнобривая, нарубай, милая, нарубай, милая, нарубай. Уха-ха. моя чорнобривая, Та сил же немає, милий мій миленький. та Сил же немає, голуб мій сизенький. Помирай, милая, помирай, милая, помирай. Уха-ха, моя чорнобривая. Помирай, милая, помирай, милая, помирай. Уха-ха. моя чорнобривая, А з ким будеш доживати, мій миленький? а з ким Будеш доживати, голуб мій сизенький. Із комой, милая, із комой, милая, із комой. Ха-ха, моя Чорнобривая, із комой, милая, із комой, милая, із комой. Уха-ха, моя чорнобривая. та йди вже Вже додому, мій миленький. та вареників наварю, голуб мій сизенький. не балуй, Милая, не балуй, милая, не балуй. Уха-ха, твоя чорнобривая. Īstenībā man vīrs atveda šeit 5 gadus atpakaļ no Ukraina, it kā importē no Ukraina. Un es varu pateikt, kad es pateicu maniem vecākiem, man vecākie un visi draugi uzreiz teicu, kur tu brauksi, Latvija, tur vispār dzīve tāda, tur tevi, jā, dzīves nav, un uzreiz, ja tu runāsi krievu valodu, tur uzreiz tevi vai kas būs, vai tu padomāji, vai kas? Es domāju, vai tiešām tā, kā mums rāda televīzijā, vai nav. Bet īstenībā pēc tam man Maris pateica, ka tu aizbrauksi ar mani Latviju, un es tevi parādīšu īstais latvietis, jā, lai tu zini arī, kādas cilvēki viņi ir. Tas mums bija interesanti paskatīties, labi, parāda mani, kādi viņi ir cilvēki. Un es varu pateikt, ka kad mēs aizbraucam, man dikti iepatikās, jo visi mani draugi, visi rādīja, ka viņi ir tik mīļi cilvēki un viņi ir tik laipni, uzaicināja visu laiku, kur mēs braucam. Nevienu reizi mums nebija tā, ka kur jūs šeit atbraucat vai tik un tā. Un vēl ļoti daudz manas draugas no Ukrainā arī pie mums atbrauca. Citreiz arī 2 un 3 reizes, un viņi teica, ka Latvija ir vienkārši tāda maziņa un brīnišķīga valsts, jā. Un arī viņam iepatikās Jelgava, starp citu, jā. Par Jelgavu viņi teica, tas vispār ir tāds maziņa, mierīga pilsēta, kur tu vari staigāt, dzīvot un baudīt īstenībā dzīve. Jā. Un ar bērniem man šeit īstenībā es piedzimu šeit 2 meitas, un it kā tā ir. Es varu pateikt, tā ir dzimtā zeme maniem bērniem, jā, un tā ir tagad, es jau nezinu, kad Maris prasa, kur tu brauksi, es saku mājas, un es domāju pie manas māmas Ukraina, un viņš tagad dusmojas, ko mājas, taču tevi ir mājas. Un es tagad arī domāju, bet tieši kur ir mājas? Tur, kur vīrs, bērni vai tur, kur mamma. Un es saprotu, ka mana māja ir tagad sadalīta uz Latviju un uz Ukrainu. Або
а борщ будет с пампушками, а пампушки будут с салом. А теперь надо полить этим чесночком, вот этим соусом чесночным, пампушечки полить, чтобы они были Ты их разломай. ароматные. Галя. Пусть. Переломай. Пусть они так, сейчас, чтобы они... Да. Почему казаки были крепкими? Много кушали сала, и оно все, как сказать, было натуральное, понимаешь? Ну вот женщины украинские вот примерно вот так вот выглядят после этих вареников, да. Считалось так, что если ты худой и тонкий, значит у тебя ты плохой хозяин, значит ты бедно живешь. Говорять, та хіба що жінка, якщо в неї литки, як 40-й номер литки. Поняли? Главный смысл понял. То не жінка. Раз у неї такі литки, раз вона тонкі ноги, значит, это не работница, это не женщина, которая, как говорят, грузит ящики с картошкой в колхозе иногда, от работы кони дохнут, но хохлушки никогда. День в поту весь проработал, мчится женщина домой. Прет она не на машине, сумки полные с собой. Есть еще одна забота, за собой последить, в парикмахерскую сбегать, чтобы локон накрутить. И от этой отжитухи и бывает иногда. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Эх ты, доля наша бабья. Ни к чему тут и краса, пропади наша телега, все 4 колеса. Я только как приехала, я никогда не видела, чтоб мужчина у нас красил. Делал ремонт в квартире. Этого мужчины, это низко. Мужчины у нас этого никогда не делали. У нас, а я лично так делала. Все сделать надо и приготовить кушать, пока муж придет с работы, чтобы нигде ни краской не пахло, ни глиной. Вот такие дела. Украинские мужчины, они же почему работали очень много в поле, очень много везде в огороде, возле скота. Это чисто мужская работа. Хотя есть такая поговорка, что дом держится 4 всеми углами на женщине. Хто зібрався рід наш увесь, зеленеє жито ще й овес. Хто зібрався рід наш